Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». В непростые для страны времена Башкортостане решили признать заслуги весьма сомнительного и странного автора книг, который, если вчитаться в его книги, сеет откровенную ложь, межнациональную вражду и ненависть к татарам. Речь идет об авторе Ядкаре Баширове, которого номинировали на Государственную премию Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Произведения автора Ядкара Баширова идут в списке вице-премьера Башкортостана Азата Бадранова, который об этом написал у себя на страничках в соцсетях. Так вот, Ядкар Баширов в этом списке идет вторым номером. Высокой республиканской государственной наградой собираются отметить такие книги, как «Великая Башкирия. Народы. Этнические корни формирования и развития», «Древние башкиры. Исторические сведения», «Колгали и о культуре башкирского народа», «Башкортхан. Ханы Средневековья». Отмечу, что эти книги и впрямь обладают каким-то странным магнетизмом, что, например, привлекает внимание первого и бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова. В своем интервью с заголовком «Мы сильные, потому что разные» он делится своими интересами к истории. А еще советую изучать историю республики, своего народа. Я сегодня читаю книги Ядкара Баширова, Салавата Хамидуллина, исторические произведения Бориса Акунина и других авторов. Чем же так приглянулся автор книг Ядкар Баширов? Кстати, если что, то он проживает в Татарстане, в Казани. Но к его личной биографии мы еще вернемся. А сейчас давайте разберемся с тем, о чем он пишет в своих книгах. На самом деле все 4 его книги активно распространяются в республиканских библиотеках Башкортостана, в сельских библиотеках, городских. То есть можно уверенно заявить, что республиканские власти согласны и расписываются под всем тем, о чем пишет автор. Распространение книг татарстанского автора Ядкара Баширова в Татарстане нами не замечено. И объяснение этому вы сейчас сами увидите. Итак, в соцсетях в свободном доступе циркулирует его книга. Вот какая-то забавная история от Ядкара Баширова, например, про каких-то башкирских булгар. Вначале на территории будущего Башкортостана было 2 угро-сабанских удельных княжества – Бийство, Бершут, Берсула на севере Башкортостана и Эсегель на юге края. В 922 году тогдашний булгарский хан, сын Джилки Алмыш Джафар, объединил эти бийства в одну провинцию Тамта. Вперед между царствованием Алмыша и Талиба правили цари, которых Кулгали называл слабыми царями. Сразу после Алмыша правил его сын Газан. Население Тамты состояло из потомков сабанов и кипчакизированных угров. При этом тамтайское население башкирских булгар называлось прозвищем Иштяки, Сары Иштяки. А на что ссылается Ядкар Баширов в этом своем пассаже о башкирских булгарах? А ссылается он на некое издание Бахши Иман под названием Джакфар Тариха, свод булгарских летописей. Что это за такое произведение Бахши Имана? Произведение Бахши Имана – это самая настоящая подделка булгаристов, а именно такого странноватого псевдоисторика и апологета булгаризма, как Фаргата Нуртдинова. Мол, видите ли, он нашел некий потерянный летописный свод, составленный по приказу некого Саида Джакфара и секретарем его канцелярии Бахши Иманом в 1680 году. Уважаемые и авторитетные ученые-историки уже подвергли тщательному анализу это произведение Джакфар Тариха. В этом деле участвовали и историки Дамир Исхаков, Искандер Измайлов и другие. Но для примера можем остановиться на разоблачениях, сделанных американским историком татарского происхождения Юлаем Шамиль-Аглу. Вот какие интересные замечания он написал в своей статье «Джахвар Тариха. Как изобреталось булгарское самосознание». Вызывает любопытство, как изобретательный переводчик этого произведения, судя по всему, любитель, смог автоматически преобразовать все даты хиджи до современных исламских текстов в григорианское летоисчисление в процессе перевода на русский язык. Нет необходимости замечать, что 1 год хиджи часто соотносится с 2 григорианскими годами.
Этот аспект перевода одного летоисчисления в другое никак не отражен в работе. Связь с уже существующими историческими материалами представляет для автора данного собрания сочинений филологические ловушки. Например, в главе 3 «Период булгарского Балтавара» и главе 4 «Правление черных булгарских беков» форма «Балтава» означает официальный булгарский титул. Несмотря на то, что дефектная форма «Балтавар» была известна из источников, в последнее время тюркологи сходятся во мнении, что данная форма по сути является восстановленной от Эль-Табар, булгарского Ель-Табар. Источник, претендующий называться внутренним булгарским документом, скорее всего дал бы верную форму. В то время как некоторые ученые убеждены, что Булгар и Беляр являются в источниках названиями одного и того же города, основываясь на том факте, что Беляр – это среднебулгарская форма слова «булгар». В главе 18 Булгар и Беляр названы как два разных города. И ссылок на эту историческую фальшивку в книге Яткара Баширова нереально много. Например, ссылаясь на Джафар Тариха, Яткар Баширов пишет, что башкиры это на самом деле киргизы. Ну или киргизы это на самом деле башкиры. Многие историки, в том числе Бахши-Иман, иногда башкир называют киргизами, кыргыз. За джагатайскими кипчаками сохранилось название кыргыз, киргизы. Кыргыз также было булгарское название всех кипчаков, тюрков. О возникновении названия Кыпчак имеется ряд легенд. Кулгали в своих конспектах для книги Хон Китабы пишет о происхождении этого народа. Вождь Кыпчак взял в жены 40 турчанок, и его дети от них основали 40 родов тюркоязычных саков. Их стали называть Каракас, то есть 40 девушек. В память о 40 женах кыпчаков впоследствии это слово приобрело форму кыргыз. Интересно, а киргизы в курсе, что они на самом деле башкиры? Забегая вперед и уже слышу критику со стороны сторонников и фанатиков сочинений Яткара Баширова. Мол, Эльнур, зачем тут приводишь критику только татарских историков Исхакова, Измайлова и Шамиляглу? Мол, эти все татарские, ну или татарийские историки, которые по определению не могут быть объективны к булгаризму, булгарийским идеям и к Фаргату Нуруддинову. Ну давайте тогда посмотрим, что думает о сочинении Фаргата Нуруддинова Джафар Тариха советский и российский археолог, этнолог и антрополог, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Виктор Шнирельман. Обратимся к его статье «Идентичность и образы предков татары перед выбором». Нуруддинов пытался доказать, что булгары были потомками тюркских, индоарийских и финно-угорских племен, и что все остальные народы Среднего Поволжья, а также русские, имели сходное этническое происхождение. Он подчеркивал наличие более или менее единого расового типа и многовекового родства народов нашего края, в чем видел основу для добрососедских отношений между народами. Вместе с тем, он не упускал возможности навязать школьникам свою любимую идею о том, что славные болгары еще за несколько тысяч лет до нашей эры расселились не только по Восточной Европе, но и по Балканам и Передней Азии, построили Трою, создали государство Шумер и заселили Италию под именем этрусков. Автор делал сенсационное открытие, дескать, в VII-IX веках Русь входила в состав булгарского государства, а Киев был основан булгарами. Мало того, оказывается, некоторые из булгарских групп даже ухитрились заселить Америку. А вот, например, мнение другого, не татарского ученого Андрея Евгеньевича Петрова, кандидата исторических наук, научного сотрудника Института славянофедения Российской академии наук, относительно фантастических сочинений Фаргата Нуруддинова в статье «Необулгарская идея и легитимизация поддельного свода Джафара». Причины возникновения таких фальшивок понятны и хорошо известны. Это не первая и, вероятно, не последняя историческая подделка. Не новы и методы создания. Хорошо видно, как необузданная фантазия автора сочетается с общей начитанностью или наслышанностью. Для достижения необходимого результата в море лжи всегда следует растворить несколько крупиц истины. В этом рассказе, помимо
авторской смекалки видны следы знакомства с более поздними историческими источниками о Куликовской битве, сказания о Мамаевом побоище или литература, его пересказывающая. В общем, как видите, не только татарские историки не признают состоятельность Джафар-Тариха, в нем сомневаются и крупные российские историки и ученые. Но вернемся к умопостроениям нашего автора Ядкара Баширова. Забавную карту Великой Башкирии предлагает нам он. Как вообще Баширов составил эту карту? На основании каких источников? Дело, конечно, мутное. Но давайте посмотрим на этот полет фантазии автора на описание этой карты. Союз племен Угра и племен Башкорта, получивший общее название народа Башкир-Башкорт, впоследствии стал могущественным народом обширных территорий своей страны. Территориально это образование простиралось от Обско-Ишимского бассейна на востоке до Скандинавского полуострова на западе, доходя до границ Финляндии. На севере границы шли до Ледовитого океана, а на юге соприкасались с Булгарской империей. Башкирская страна включала в себя множество самостоятельных ханств и провинций со своими управлениями, объявляющими их единый союз, который вправе мог называться Великой Башкирией. Страна Великая Башкирия со множеством ханств период Хазарской Булгарии называется Акбулгария. Центром Великой Башкирии являлись Западный Урал, северная часть Среднего Урала и Южный Урал. В целом, Ядкар Баширов очень детально в своей книге занимается разгоном булгарской этнической идентичности. Делает он это с особым вниманием, и понятно почему. Его цель – это вздохнуть жизнь в запылившуюся псевдоэтническую и сказочную идентичность. Баширов прикрывается всякими рассуждениями ученого-булгариста Мифатыха Закиева, забрасывая читателями своей книги ссылками и цитатами на его книги. А потом Ядкар Баширов пускается в какие-то свои чудаковатые рассуждения о булгарах-башкирах. Для определения наличия этноса булгар-башкир на той или иной территории, на наш взгляд, необходимым и достаточным условием является существование на данной территории устойчивой многопоколенной совокупности людей этой народности, в данном случае башкир. В северо-западной части Башкортостана или Закамья существовала именно такая совокупность людей с болгарских времен, как мы описывали выше. Именно здесь многие поколения болгар-башкир жили на протяжении нескольких столетий, переживая процесс объединения в одну народность болгары. Кулгали, Ялцыгул аль-Башкорди, Реза Фахриддин. В северо-западном Башкортостане проживают башкиры, потому что раньше они были булгарами, из которых получились татары. А может, эту цепочку рассуждений упростить и сделать прямее? На северо-западе Башкортостана живут татары, потому что эта территория раньше входила в состав булгарского вилаята Золотой Орды и Волжской Булгарии. Затем Ядкар Баширов приводит ссылочки про то, что татары это не татары. Например, на дореволюционного краеведа Петра Рычкова, Михаила Худякова, предводителя восстания Батырши, перечисляется булгарийская секта ваисовцев. Есть ссылка на Николая Карамзина, что татары это на самом деле булгары. Такое количество ссылок лучше бы Баширов приводил, доказывая существование своей Великой Башкирии, которая от Ледовитого океана до степей Казахстана. В книге немало мест того, с каким издевательством Ядкар Баширов оскорбляет татар. В его рассуждениях чувствуется прям какая-то болезненная тяга унизить чувства татарского народа. Вот, сами почитайте, например. Приведем здесь слова, которые говорил в 1919 году член коллегии по осуществлению Урало-Волжского штата Искандер Рамеев. Дело в том, что татары даже в Казанской губернии составляли меньшинство, что организация особой татарской советской республики невозможна, потому что татары, ввиду разбросанности их на населяющих ими территориях, малочисленны. Поэтому объяви Милли Меджлес территориальную автономию в местах преобладания татарского населения, получились бы анклавы, раскиданные по территориям нескольких губерний. Компрадорская татарская буржуазия претендовала на лидерство во всем тюрко-татарском мире.
в числе народов которого ими были записаны башкиры, сибирские, астраханские, кавказские и крымские тюрки. Образование Республики Татарстан имело зыбкую основу в период ее формирования. Надо полагать, в настоящем она постепенно теряет себя, не имея глубоких исторических корней для дальнейшего развития, что затрудняет формирование единого народа. Видите ли, у татар нет глубоких исторических корней, а это значит, что татары обречены на то, чтобы потеряться. А это значит, что Татарстан тоже обречен. Раз так, то какова судьба татар Башкортостана? Быть этнически съеденными такими историками, как Ядкар Баширов, Салават Хамидуллин и вся его компания? Более того, автор пускается в какой-то безудержный креатив, лишь бы найти цитаты против татар, против их этнической идентичности, против их памяти. Вот здесь, например, Баширов цитирует некого немецкого ученого Клапрота. Прослеживая дальнейшую судьбу этнонима татары, немецкий ученый Клапрот констатирует, что после распада Золотой Орды на несколько ханств последние автоматически продолжали называться татарскими, потому что правители были монгольского происхождения. «Пусть, однако, спросят, — восклицал автор, — у так называемого казанского или астраханского татарина, татарин ли он, и он ответит отрицательно, помня, что прадеды его порабощены были монголами или татарами. Слово «татарин» считают ругательством, а оно для него все равно, что разбойник. А знаете, на какую литературу ссылается Ядкар Баширов? Он ссылается на книгу автора Евграфа Савельева «Древняя история казачества», выпущенная в 2005 году. Мы внимательно искали в этой книге место, где же там некий немец Клапрот так жестко высказался против татар. Такого места не нашли. В книге Савельева вообще нет упоминания этого немецкого ученого. Откуда же эта цитата? Кто такой вообще этот Клапрот? Речь на самом деле идет о Генрихе Юлиусе Клапроте. Он родился в 1783 году в Париже. Его статья «Что такое татары» опубликована на сайте vostlit.info. Сама эта статья была опубликована на русском языке в 1823 году. То есть, Дуслар Ипташляр, давайте думать логически. Как и где некий немецкий ученый 18 века мог встретить каких-то казанских и астраханских татар, которые явственно помнили, что их деды, прадеды были завоеваны монголами, и что слово «татарин» — это обзывательство. Это же на протяжении скольких столетий передавалась память. А как насчет распространенного среди татар вот уже сколько столетий культа почитания Чингисхана? В общем, так или иначе, но Ядкар Баширов проделал ту еще изобретательность, чтобы унизить достоинство и память татар, найдя какого-то мутного немецкого ученого, лишь бы достать антитатарские цитаты и впихнуть их в свою книгу. Или вот, например, следующая цитата про татар, башню Сюмбике и про башкир. Обратите внимание, как унижает Баширов татар в контексте истории взятия Казани в 1552 году. Коренное население, состоявшее в основном из жителей прежнего булгарского государства, не проявляло достаточной активности в защите Казани от нападавших войск Ивана IV. Чувство патриотизма у защитников города, за исключением верующих мусульман, которые выступили в защиту ислама, несколько притупилось в ходе многолетних интриг внутри ханства. У других оно отсутствовало ввиду наличия взаимных интересов с нападающими. Таковы были настроения среди защитников, представителей некоренного населения. Патриотизм третьих еще не успел окрепнуть, все это сыграло немаловажную роль в исходе сражения. При этом навязанный многим этноним татар также мог действовать отрицательно на чувства обороняющегося населения. Татарский писатель Фуат Туктаров в журнале Ялт-Йылт приводит слова ученого Каюма Насири: если бы башня Сюмбике находилась в стране башкир, они никогда не отдали бы ее русским. Это высказывание Насири мы прочитали в одном из воспоминаний, напечатанных незадолго до этого в журнале «Шура», пишет Ахмед Заки Валиди. Да, действительно, в мемуарной книге Ахмед Заки Валиди есть эта цитата, мол, что башню Сюмбике башкиры бы не отдали, а вот татары отдали.
И, мол, что это произнес татарский дореволюционный просветитель Каюм Насыри. Но, во-первых, эта цитата приводится со ссылкой на писателя Фуата Туктарова, а его слова приводятся Ахмед Заки Валиди. Это во-вторых. То есть, говорил ли на самом деле такие уничижительные для своего татарского народа Каюм Насыри слова, у нас вызывают серьезные вопросы. Ну а мы в очередной раз поражаемся авторской изобретательности и нацеленности автора Ядкара Баширова как бы больнее уязвить и унизить татар, выискивая, где попало, соответствующие цитатки. Думаю, вы поняли, что на самом деле номинированием на республиканскую премию книги Ядкара Баширова власти Башкортостана вознаградят весьма изобретательного в уничижении татар автора книг. А что насчет самого автора книги Ядкара Баширова? Кто он вообще такой? Из биографии Ядкара Ахатовича Баширова известно следующее. Он родился 11 июля 1942 года, то есть ему сейчас 80 лет, может чуть больше. Он родился в деревне Новоалабердино Куйргазинского района Башкортостана. После службы в армии окончил Челябинский политехнический институт, работал на Белебейском заводе «Автонормаль». Это такое подразделение ВАЗовского автогиганта, если что. Затем проработал заместителем гендиректора на татарстанском КАМАЗе, был гендиректором Татэлектромаш, автоспецоборудования, защитил какую-то кандидатскую диссертацию в области социологии. В общем, какой-то уважаемый человек, получается, правда, у которого абсолютно отсутствует хоть какая-то подготовка, хоть какие-то компетенции в работе с историческими и архивными материалами и данными. А что насчет взглядов Ядкара Баширова? В интервью одному из башкирских телеканалов он рассказал, что, оказывается, до недавнего времени он себя считал татарином, но стоило ему только взглянуть на какие-то архивные документы, то он узнал, что его отец и мать, оказывается, были башкирами. Birinci kitabım çıktı. Bu atlar aşağı diyen. Именно Allah'a şükür şu kitaptan başlandı yine benim. Троицкий район, Оренбургская область болған. Шунда материалдар қарасам, мен ғұмыр бойы татар болып бердім. Ләкин анда әтияни башқұрт деп жазылған. Шулай болғач мен ғажапқа қалдым да, татарлардың тарихын оқи башладым. Шунасын башқұртларының. Шулай етіп, материалдар көбейіп кеткәч, көз алдына менің ашылды башқұртлардың тұрмышы турында. Мен өзімне ышанмадым башқұрт екенімне. Тағын іздей башладым. Опять-таки бүтін документлар 10 жылға хаттық болған документларда жазылған. Біз башқұртлар деп бабайлар да барысы да. Как видите, Ядкар Баширов, оказывается, пережил весьма своеобразный опыт смены этнической идентичности. Лишь только потому, что увидел в каких-то документах, что его родители были башкирами. И, не будучи историком, не будучи специалистом, он пришел к выводу, что имеется в виду именно национальная идентичность – башкир. Видимо, до книг, где пишется о сословном характере категории башкир, Ядкар Башир не дошел. Но почему вдруг татарин, считавший себя таковым не одно десятилетие, пишет книгу, пропитанную антитатаризмом и булгаризмом? Думаю, ответ можно найти во все той же его книге. А читаем мы там следующее. Вспоминаю 1956 года, когда мы учились в средних классах школы в русской деревне Троицкого района Оренбургской области. Нам приходилось слышать массу унижений и оскорблений от ребят. Особенно было неприятно, когда нас обзывали татарва, качан-голова и так далее. Допускались неоднократные издевательства над одноклассницей, мусульманкой-казашкой, которую в перемене силы заставляли есть сало, обзывая ее бусурманкой. Как видите, легкое отрицание татарской идентичности, зацикленность на непростой истории этнонима татары, изобретательность в поисках антитатарских цитат – все это является, оказывается, последствием психологической травмы, комплексов, которые автор Ядкар Баширов пережил в детстве в школе, когда его обижали за то, что он татарин. Быть может, ему в таком случае стоит не в книгах изливать свою желчь и обиду на то, что он был татарином и на татар вообще, а обратиться за компетентной психологической помощью. Так или иначе, но сам факт о номинировании книг автора Ядкара Баширова
А его книги, как мы убедились, просто-таки пропитаны ненавистью к татарам, унижают достоинство и чувства татар. Так вот, эти книги могут вызвать серьезные риски для многонациональной республики, такой как Башкортостан, где должны проживать в мире и согласии башкиры, татары и русские, и другие народы Поволжья. А что будет, если его книги получат премию Салавата Юлаева? Страшно представить. Тем более, если учитывать, что книги Ядкара Баширова целенаправленно направляются в детские и сельские библиотеки Башкортостана. Сам автор устраивает в этих библиотеках презентации своих сочинений. У нас, конечно, нет иллюзий, что 80-летний автор продвигает книги в Башкортостане самостоятельно. Писать книги, печатать их, а затем распространять их. А еще потом протаскивать эти книги на республиканскую премию на конкурс. Вряд ли с этим Баширов может справиться самостоятельно из Казани. Очевидно, что за его спиной стоит серьезная группа башкирских политтехнологов, о намерениях которых башкиризировать татар Башкортостана нам явственно стало известно во время предпереписной кампании в 2020-2021 годах. В общем, дуслар иптәшләр, берегите себя и своих близких и детей от таких книг, которые написал Ядкар Баширов.